У меня вопрос к братьям-мусульманам. Вот такой вопрос созрел, и хочу спросить вас. Если бы сегодня Иран не защищал себя, свою страну, Палестину, исламскую уму в общем, то какое государство бы защищало бы нас? Вот, вот такие мысли у меня пришли. Почему? Сегодня, когда Иран защищает себя, поверьте мне, это не только защита одного своего государства, нет, это и защита палестинского народа, который уже многие годы идут, вот. И это защита исламской уммы. Поверьте мне, если бы Иран сдался бы, если Иран бы уничтожили, то эти неверующие или эти враги исламской уммы, они радовались бы. Они всегда бы радовались бы и кричали: «Вы ничто и вы никто. Вы ничего не имеете, вы ничего сделать не сможете». И сегодня, когда Иран защищает исламскую умму, свое государство, народ Палестины, в видеороликах в соцсетях вы можете найти, как большинство суннитов из арабских народностей, они радуются, они говорят, что вот наши защитники. Они проклинают некоторых арабских руководителей стран, которые никоим образом не помогают палестинскому народу, хотя палестинский народ это те же самые арабы. На одной стороне арабы шикуют на яхтах, ламборджини там, да, вот, небоскребы строят там высочайшие, да, шикуют там, пируют, все такое, да. Через дорогу а, такой же арабский народ, только в руинах, вот, ежедневно сотни людей погибают, детей, женщин, стариков, да, убивают их без света, без газа, да. И кто бы стал бы защищать нашу исламскую умму? Да, много есть исламских государств, исламских лидеров, да, мусульман, которые в соцсетях, с трибун всегда вот выкрикивают: «О, свободу палестинскому народу, туда-сюда», вот на словах все, да. А на деле кто? А на деле у меня не приходит в голову ничего. Есть некоторые государства, которые вообще закрыли свои границы для палестинских беженцев. Есть также страны, которые предоставляют свое воздушное пространство для того, чтобы атаковать Иран, то есть исламскую страну. Да, они шииты. Да, они шииты. Мы сунниты. Но мы мусульмане все. Ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Они говорят те же самые слова. В соцсетях иногда видится, некоторые выходят там с арабских стран, а также есть некоторые. Я видел один парень, он, скорее всего, хорошо, он в Турции живет, но он такой бородатый весь такой, да. Как я понял, он азербайджанец, честно говоря. Вот. И он говорит: эти шииты, они убивают сирийцев, иракцев, там туда-сюда, вахи-вухи. Они, короче, самые худшие люди, они вот смутяне, все такое, да. Хотя, как я знаю, большинство шиитов тоже живут в Азербайджане, да. Это для меня нелогично показалось, но он такое говорит. И он, как я понял, он такой ваххабит, что ли, я, честно говоря, не знаю. Вот. Но у него такое предпосылки, вот сирийцев убивают, говорят, иракцев убивают, говорят, вот иранцы, да, они ничего такого не делают. И у меня, опять же, вот что вы сделали? Что эти арабские страны сделали для народа Палестины? Так, гуманитарную помощь отправили, да, которая не доходит до палестинцев, которые на вот полпути там их закрывают, не впускают. Вот это вы сделали. Какую политическую, какую военную помощь вы там оказали? Более 60 000 людей убито, детей, женщин, стариков. Кто им помогал? Кто им помогал? Кто отвечал на израильскую агрессию? Вот я не знаю. Я не знаю, какая страна бы это помогала бы, да? Но Иран, когда выступает, Иран, персидская страна, персоязычная страна, выступает, защищает мусульман, суннитов. Некоторые, опять же, выходят: ах, и тух, и туда-сюда, вы шииты, вы те и се, да? Да будет проклятие Аллаха над вами, те, кто так говорит. Вы далеки от ислама, вы далеки от человечности, понимаете? Вот. И ответьте,
какая бы страна защищала бы исламскую умму сегодня? Вот у меня просто в голове не приходит ничего абсолютно. Клянусь Аллахом, я против войны. Видно, как на стороне Израиля тоже погибают мирные люди. Это видно. В Иране погибли много мирных жителей, да, это видно. Я абсолютно против войны. Но когда атакуют тебя, убивают своих чиновников, это госслужащих, госпредставителей, да, убивают мирных жителей, надо отвечать. И Иран отвечает этим. И Иран является тем государством, которое уже более 40 лет находится в изоляции. То есть санкции. Все вот эти мировые державы под санкции его, короче. И он до сих пор живет своей жизнью. Он строит свое, он делает все свое, он вооружается, он все, что хочет, он делает. Да, под давлением, да, в не лучших кондициях, да, да, у него есть враги, но он хоть что-то делает. Но те арабские страны, мусульманские страны, которые открыты, они ведут многомиллиардные товарообороты с Израилем, продают им топливо, да, продают им топливо, продают им все для того, чтобы ввести успешную войну против своих же братьев-мусульман. Вот такое время, да. Так кто же бы заступился бы за исламскую ему? Аллах алим. Ассаламу алейкум.